Прививать детей от полиомиелита начинают с 3 месяцев. Для выработки иммунитета достаточно 6 доз. Вакцинировать детей врачи рекомендуют согласно графику национального календаря. Иммунопрофилактика у нас проводится по национальному календарю всем детям с 3 месяцев. То есть мы начинаем с введения инактивированной вакцины, то есть это не живая вакцина, которая не приводит ни к самому развитию заболевания, и не способствует заражению других детей. То есть у нас многие боятся именно этого, но первые 3 вакцинации и первая ревакцинация – это у нас инактивированная неживая вакцина. То есть, в принципе, опасности ни детям, ни окружающим она не представляет. И только после формирования иммунитета, после инактивированной, мы начинаем уже введение оральной живой вакцины. Инфекция проникает в организм через пищеварительный тракт. Вирус способен сохраняться там до 4 месяцев. Боль в горле, высокая температура, быстрая утомляемость. Болезнь способна проявлять себя таким образом. Она поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Опасно она именно тем, что в проценте случаев поражается нервная система, исходом которого являются парезы, параличи. И ребенок остается инвалидом, к сожалению. В редких случаях, но также возможно, происходит паралич дыхательных мышц, и это приводит к летальному исходу. Вирус полиомиелита устойчив к внешней среде. Инфекция может передаваться через предметы обихода, воду и пищевые продукты. Поражает преимущественно детей до 6 лет. Разговариваем на профилактических осмотрах, приводя детей, тоже ведем разговоры. Начиная с 3 месяцев агитируем, объясняем, в чем опасность заболевания. Родители чаще всего боятся осложнений связанных, но мы прививаем детей пентаксимом или же ИПВ. Обе вакцины не несут в себе каких-то осложнений. Максимум, что у нас бывает после вакцинации, это небольшая местная реакция в виде покраснения, небольшого отека, который сходит через 2-3 дня. С 2010 года Россия вошла в список стран, свободных от опасного вируса. Но риск завезти из других стран все еще остается. Отказ от вакцины может привести к трагическим последствиям. Тамара Хшагульгова, Джамалил Султыгов, Новости 24.